Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшекшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Состоялось последнее заседание весенней сессии парламента. Депутаты приняли ряд важных законопроектов. Органная музыка прозвучала в Новоафонской пещере во второй день фестиваля. В Абхазии прошел кубок по баскетболу, посвященный 75-летию со дня рождения второго президента Абхазии Сергея Багапш. Депутаты парламента ушли на каникулы. 29 июля состоялось последнее заседание сессии, на котором был принят ряд важных законопроектов, в том числе градостроительный и строительный кодекс Абхазии. Документ определяет правовые основы, принципы градостроительной и строительной деятельности, полномочия органов власти и органов местного самоуправления, а также права и обязанности физических лиц, юридических лиц в области градостроительной и строительной деятельности. Из зала заседаний Народного собрания репортаж Шазины Ханагуа. В третьем и четвертом окончательном чтении принят проект четвертой части Гражданского кодекса Республики Абхазия, регулирующий права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Законопроект нацелен на совершенствование правовой базы и установление новых правовых норм и принципов регулирования в этой сфере. Также был принят и проект закона о введении в действие данного законопроекта. Наличие четвертой части Гражданского кодекса, оно на самом деле ясно, понятно, обосновано. Мы беседовали с судейским корпусом, и с юристами независимыми, и все говорили о том, что нам это действительно необходимо. Она, опять же, посвящена прежде всего защите авторских и смежных прав. Эта область у нас регулировалась не полностью. Да, сейчас позволяет уже, естественно, на мой взгляд, нам необходимо принять данную часть. И уже мы в этом плане будем защищены, и защищены будут, соответственно, наши граждане, не только наши граждане, а все лица, которые так или иначе в этой сфере правоотношений задействованы. В окончательном чтении внесены изменения в некоторые законодательные акты в сфере страховой деятельности. Теперь появилась возможность оформления договора обязательного страхования путем составления электронного документа. Данный законопроект – депутатская инициатива Астамура Гирхеля. Он был принят в первом и втором окончательном чтении. Проект закона о градостроительном и строительном кодексе представил Резо Зантаря. Документ определяет правовые основы и принципы градостроительной и строительной деятельности, полномочия органов госвласти и местного самоуправления, а также права и обязанности физических или юридических лиц в области градостроительной и строительной деятельности. Количество поправок, которое внесено за весь период времени, практически около 70 поправок, в 70 статей внесены поправки, небольшие изменения, где были существенные. Но все поправки проводились в согласовании с Союзом архитекторов, управлением по строительству ЖКХ, архитектура города Сухум и так далее. А также проводились комитетские слушания и все дискуссии, необходимые для принятия данного законопроекта. Считаю, что данный законопроект необходим сегодня отрасли. Этот законопроект относится к отраслевым законам, где на фоне того, что сегодня, как нам известно, и мы знаем, что идет активное строительство всех зданий, сооружений, где необходимо регулирование всех правоотношений и само строительство тоже. У нас в Абхазии очень мало, из-за того, что мы не можем выпустить нормативные документы, у нас не хватает сил. Поэтому все, что можно было оговорить, мы включили в этот градостроительный кодекс. За эти 4 года мы, конечно, получили много предложений, скажем, которые мы все рассмотрели. У нас первоначально этот кодекс был 94 статьи, сейчас 111 статей. В итоге проект закона о градостроительном и строительном кодексе Абхазии был принят в окончательном чтении, а также утверждено постановление о введении его в действие. Решением народных избранников депутаты парламента первого созыва будут получать пенсию в размере 100% ежемесячного денежного вознаграждения действующих депутатов. Соответствующее изменение внесено во втором окончательном чтении в закон о статусе депутата Народного собрания. Делится на две части. Во-первых, это упорядочивание вообще системы
выплаты пенсий депутатам. И отдельно еще было предложение со стороны администрации президента, данный проект пришел, было предложение о том, чтобы особенно выделить депутатов первого созыва так называемого «золотого парламента». Сегодня как у нас пенсии получается? 75% от действующей зарплаты, скажем так, получают пенсионеры, которые находились в статусе депутата 5 лет. Вот. Сегодня так. Мы решили выделить именно депутатов первого созыва, чтобы отметить их особенную роль в становлении нашего государства. То есть для них это будет 100%, то есть действующая зарплата депутата Народного собрания, это будет являться пенсией для депутата первого созыва. Во втором окончательном чтении принят проект закона о валютном регулировании и валютном контроле. Документ представил председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш. У нас очень много было, значит, от наших избирателей, да, вопросов, связанных с перемещением денежных средств в другие страны, да, в страны Средней Азии, количество. Но данный законопроект, я думаю, что будет, значит, контролировать, да, и будет способствовать тому, чтобы взять, насколько это возможно, максимально под контроль те сделки, которые осуществляются, значит, с бизнесом иностранных государств. Также внесены изменения в закон Республики Абхазия о национальной платежной системе с использованием электронных средств платежа. Законопроект подготовлен в связи с необходимостью исключить противоречия в тексте закона, а именно разную трактовку термина «эквайр», заложенную в 2 разных статьях закона. Далее депутаты парламента приняли проект закона об основах социального обслуживания граждан в Республике Абхазия. Трактовка закона не дает никаких возможностей по принципу ПСОЛа кого-то туда добавлять. Значит, что у нас зачастую происходит. Вот я просто позволю себе в завершение выделены основные понятия и принципы социального обслуживания. Где социальная услуга? Это комплекс мер и действий, принимаемых с целью преодоления трудной жизненной ситуации. Ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие места жительства, конфликты, жестокое обращение в семье, морально-психологическое состояние. Я считаю, настолько все четко, совершенно, тем более это впервые вот эта сфера у нас законом озвучивается, не нужны никакие изменения, дополнения в действующее законодательство, это, в общем-то, Библия, по которой должны работать будут наши социальные структуры. Парламент ратифицировал соглашение между правительствами Республики Абхазия и Российской Федерации об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы, которое было подписано 7 мая этого года в Сухуми. Соглашение применяется к налогам на доходы, взимаемые Республикой Абхазия и Российской Федерацией в соответствии с законодательством каждого государства, независимо от способа их взимания. Соглашение устанавливает механизм устранения двойного налогообложения, закрепляя право на взимание налога лишь за одним из договаривающихся государств, либо сохраняя такое право за обоими государствами, но при этом ограничивается максимальная ставка налога, которая может быть утверждена в стране выплаты дохода. При этом соглашение устанавливается право уплатить налог однократно в отношении всех отдельных категорий своих доходов в одном из государств. Все это в целом приведет к уменьшению двоичного налогообложения и предотвращению уклонения от уплаты налогов. Часто слышим от бизнеса, от предпринимателя, что режим двойного налогообложения обязательно должен быть урегулирован. Дело в том, что на сегодняшний день, к примеру, доходы, полученные на территории нашей страны иностранными юридическими лицами, либо физическим лицом, облагаются соответственно, соответствующими прямыми налогами как на территории Абхазии и одновременно облагаются на территории другого государства, в данном случае Российской Федерации. Поэтому это 100% двойное налогообложение, и для урегулирования был подписан документ, и сегодня он находится
на ратификации. Аналогичные документы проходят и процедуры в Государственной Думе, тоже там ратифицируется соглашение в Государственной Думе Российской Федерации. Поэтому полагаю, что не только импульс придаст обелению, как мы часто говорим, доходов, полученных на территории Республики Абхазия и в Российской Федерации, именно в частности тех доходов, которые облагаются с абхазской стороны подоходный налог, налог на прибыль, с российской стороны налог на прибыль, налог на доходы с физических лиц. Будем понимать, что эта прозрачность еще больше привлечет справедливых инвестиций и даст возможность развивать нашу экономику. Также депутатами был ратифицирован протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Абхазии и России о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года. Речь идет о сегодня существующей ситуации, где вывозимые из Российской Федерации на территорию Республики Абхазия товары облагаются 4,5% дополнительных пошлин, что, конечно же, соответственно, влияет на саму ценовую политику уже внутри нашей республики, на ценообразование здесь внутри. Поэтому перечень таких товаров этим протоколом здесь идет отдельным предложением наименование товаров, которые будут выпадать из действующей сегодняшней ситуации. На текущий момент граждане Республики Абхазия при импорте из Российской Федерации определенных товаров выплачивают дополнительную пошлину. На текущий момент она составляет 4,5% и варьируется в соответствии с механизмом, который установлен правительством Российской Федерации. В отдельном промежутке времени эта пошлина достигала 7% от таможенной стоимости товара. Подписание этого соглашения, его ратификация и проведение дальнейших процедур позволит участникам внешнеэкономической деятельности Абхазии сократить сумму расходов при приобретении этих товаров. Решением Народного собрания Нарсацба введен в квалификационную комиссию при Палате адвокатов Абхазии. Постановлением парламента почетной грамотой награждена заслуженный журналист Абхазии Заира Цвишба. За активную долголетнюю работу в средствах массовой информации, профессиональные достижения в отечественной журналистике и плодотворное сотрудничество с Народным собранием парламентом Республики Абхазия наградить почетной грамотой Народного собрания парламента Республики Абхазии Цвишба Заиру Ясоновну. Поздравляем вас и спасибо за ваш труд. Грамоту официально вручим вам немножко позже. Мы вас поздравляем. Вам. Это было последнее заседание весенней сессии. Депутаты парламента Абхазии ушли на каникулы до сентября. Шазина Ханагу, Айнал Гвинджи, Аляс Амичба, Абхазское телевидение. Президент Абхазии Аслан Бжаня поздравил Николаса Мадуру с переизбранием на пост президента Боливарианской республики Венесуэла. Ваш успех на выборах является подтверждением высокого доверия и поддержки народа вашей политике. Под вашим умелым и осведомленным руководством Венесуэла непременно продолжит свой путь к прогрессивному будущему, отметил Аслан Бжаня. Глава государства подчеркнул, что в Абхазии высоко ценят признание независимости страны Венесуэлы. Аслан Бжаня выразил уверенность, что межгосударственные отношения двух стран будут продолжать развиваться и укрепляться, а подписанные соглашения найдут воплощение в жизнь. В Гулилевском районе завершаются ремонтные работы в актовом зале администрации, который вскоре откроет свои двери для общественных и служебных мероприятий. С начала июля в зале была полностью заменена электрика, выровнены и покрашены стены. Осталось установить натяжной потолок, люстры, положить паркет. Ремонтные работы начались в начале июля и финансируются за счет средств администрации Гулилевского района. Приступили к ремонтным работам, уже почти идут к завершению. Он был в достаточно нехорошем состоянии, требовалось обновление. Паркет был уже, выходил из строя, он как бы где-то шаршель поел чуть там, и надо было обновлять, и пришли к такому выводу, что надо полностью отремонтировать зал, как мы сделали, малоактовый зал. Это делался зал для того, чтобы здесь проводить встречи с общественностью и внутри коллектива, когда у нас большие конференции. Мы начали где-то 3 недели назад
работу. Мы заменили здесь полностью электрику, выпрямили стены, уже они окрашены. Осталось сделать надежный потолок с люстрами и положить паркет. И занести стулья, почистить их, привести в порядок и разложить на места, все как было. Этот ремонт был выполнен за счет бюджета администрации Кулидрипского района, за наш счет. Мы закончим к сроку. В результате оперативных мероприятий обнаружено 2 объекта по добыче криптовалюты. Изъят 61 майнинг-аппарат, владельцы привлечены к административной ответственности. В Гагарском районе среди лесного массива Бзыбского ущелья сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с СОБР МВД при участии специалистов Госстандарта Абхазии выявили незаконно действующий объект по добыче криптовалюты. Майнинг-ферма на 45 аппаратов принадлежала жителю города Гудаута Хагуш Эдуарду Александровичу. Оборудование изъято и помещено на склад Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору. Владелец привлечен к административной ответственности. Ранее с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии совместно со специалистами Госстандарта в ходе оперативной проверки территории бывшей табачной фабрики по улице Интернационалистов в городе Сухум обнаружили ферму по добыче криптовалюты. На момент проверки функционировали 16 майнинг-аппаратов. Оборудование изъято. В отношении владельца Арыш Батаира Владимировича, жителя города Сухум, составлен административный материал. Сотрудники госавтоинспекции провели рейд по выявлению нетрезвых водителей рейсового транспорта. Кроме того, продолжаются специальные рейдовые мероприятия по выявлению лиц без права управления автотранспортом и тех, кто скрывает свое состояние, отказываясь от медицинского освидетельствования. С 5 утра 28 июля сотрудники УГАИ МВД Абхазии проводили рейдовые профилактические мероприятия по всей республике. Согласно поручению в РИО начальника госавтоинспекции Дамия Вицбаупор, в ходе рейда был сделан на водителей маршрутных такси, рейсовых автобусов. Данный акцент в работе сотрудников вызван частыми жалобами граждан, пассажиров маршруток и автобусов. Граждане звонят на линию доверия МВД, а также нередко жалуются на неадекватное поведение управляющих рейсовым общественным транспортом в социальных сетях. Уже в первые минуты рейдового мероприятия ранним утром 28 июля были выявлены нетрезвые водители. Сотрудники госавтоинспекции уже несколько месяцев работают без выходных, постоянно призывая граждан к бдительности и безопасному вождению, а также соблюдению правил дорожного движения, отметил ответственный за рейд первый замначальника ГАИ Аслан Базба. Меж тем, как показывает статистика, наши граждане не осознают до конца степень ответственности и риска, садясь за руль в нетрезвом состоянии, считает Базба. Так, ранним утром 28 июля выявлено 3 водителей в нетрезвом состоянии. 2 пребывали под воздействием наркотических средств, 1 в алкогольном опьянении. Всего за 4 часа работы рейда выявлено 20 правонарушений. По приказу министра Роберта Кьют рейдовые мероприятия по всей стране продолжатся далее в усиленном режиме. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия по выявлению лиц без права управления автотранспортом, нетрезвых водителей, а также тех, кто скрывает свое состояние, отказываясь от медицинского освидетельствования на предмет опьянения. Меритарчанц Георгий Владимирович, 1985 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Барцицин Алахрович, 1999 года рождения, житель Гагарского района, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Гамгия Эрик Гивиевич, 1994 года рождения, житель города Сухум, отказался от медицинского освидетельствования на предмет потребления нарковеществ. Гулария Владимир Владимирович, 1988 года рождения, житель города Сухум, отказался от медосвидетельствования на употребление нарковеществ. Мамацев Алик Валерьевич, 1982 года рождения, житель Гудаутского района, отказался от медосвидетельствования на употребление нарковеществ. Сеченава Коба Гуладиевич, 1977 года рождения, житель Галского района, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Иванова Екатерина Александровна, 1979 года рождения, жительница Орловской области, управляла автомобилем в алкогольном опьянении. Акопья Роман Романович, 1975 года рождения, житель Корчалского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении.
Жиба Эмик Виссарионович, 1985 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Аршба Анрик Гарьевич, 1995 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Алботов Станислав Вячеславович, 1974 года рождения, житель Курской области, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Габля Инал Павлович, 1990 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Гогохи Заури Гугунович, 1953 года рождения, житель Галского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Посохов Илья Андреевич, 1991 года рождения, житель Брянской области, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Калиниченко Тимур Владимирович, 2000 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Цулая Гоча Мамович, 1974 года рождения, житель города Ткорчал, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Абгадж Нури Арикович, 1983 года рождения, житель города Сухум, отказался от медицинского свидетельствования на предмет потребления наркотических средств. Горонян Артур Андреевич, 1984 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Кокоскерия Мираби Васильевич, 1978 года рождения, житель Гагарского района, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Ариндба Вианор Михайлович, 1973 года рождения, проживающий в городе Гудаута, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Тополян Махран Харенович, 1982 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Бганба Геннадий Аркадьевич, 1983 года рождения, проживающий в городе Гудаута, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Мартиросян Артем Завенович, 1995 года рождения, житель Глырыбского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Хагуш Роман Масикович, 1968 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Батлук Павел Сергеевич, 1998 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Махари Ратмир Михайлович, 1979 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Милитян Эдгар Рафикович, 2000 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Мусатова Екатерина Сергеевна, 1995 года рождения, жительница Кемеровской области, управляла автомобилем в алкогольном опьянении. Иналы Палаш Анзорович, 1994 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Ашупа Иракли Заурович, 1995 года рождения, житель города Сухом, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Рейдовые мероприятия, направленные на выявление злостных нарушителей, проводятся каждый день по всем районам республики. Уникальное культурное событие. Органная музыка прозвучала в Новофонской пещере во второй день фестиваля «Абхазия Total Soil». Под аккомпанемент Луки и Гаделя оперная певица Кристина Эшба исполнила арии знаменитых классиков. Фестиваль проходил 2 дня. Послушайте произведения Баха, Людовико Энайды и Ханса Циммера в недрах Иверской горы могли как жители Абхазии, так и гости. Глубокие, завораживающие, проникающие в самое сердце звуки органа окутали царство камня и тьмы. Такого уникального звучания нет ни в одном концертном зале. У подножия легендарной Иверской горы, под крепостью древней столицы Абхазии Анакапи, в недрах подземного царства впервые прозвучали известные произведения мировой оперы. Среди таинственных декораций пещеры в условиях идеальной акустики органист, заслуженный артист Абхазии Лука Гаделя и заслуженная артистка Абхазии Кристина Эшба исполнили самые известные композиции из классики, современной музыки и народные мотивы.
Данное уникальное культурное событие – это часть масштабного международного арт-фестиваля «Абхазия Total Soul», который проходил в республике с 26 по 28 июля. Основная цель – презентовать Абхазию в качестве большой туристической площадки для культурных и бизнес-мероприятий различного формата, объединив ее архитектурные и природные достопримечательности калейдоскопом арт-событий, концертов, выставок, мастер-классов, перформансов и инсталляций в Новоафонской пещере, на мозаичных автобусных остановках, в морпорту Сухума и на других арт-объектах. Идейными вдохновителями фестиваля являются продюсер масштабных событий Дарья Бигбаева и руководитель культурно-деловой площадки ГУМа Хибла Возба. С 2005 года по инициативе первооткрывателя и директора пещеры Гиви Смыр этот концертный зал был благоустроен именно в таком виде, в котором вы сегодня его видите. Но по разным причинам много лет этот зал был закрыт. Сейчас, накануне этой значимой даты, как полувековой юбилей, у вас получится впервые стать свидетелями органного концерта в стенах этого зала. Произведения Ханса Циммера, Людовика Эйнауди и Иоганна Себастьяна Баха покорили любителей классической музыки. Ведь, следуя за ней, слушатель оказывается в самых загадочных уголках своего воображения. Такое путешествие подарит глубинные и сокровенные ощущения души каждому зрителю. На самом деле, сегодняшнее мероприятие реально для меня уникальное в своем роде. И, конечно, меня переполняют очень сильные чувства в данный момент. Тем более, что я приехала из Франции. И для меня это визит в Афонскую пещеру спустя много-много лет. И услышать такие голоса и звуки органа в этом месте столь символичном было что-то экстраординарное. И я поздравляю всю команду, поздравляю, естественно, тех великолепных артистов, которых мы сегодня слышали. Молодцы, просто молодцы. Безусловно, это очень круто. И Министерство туризма готово поддерживать такого рода идеи, такие фестивали. Хочу поблагодарить организаторов данного мероприятия. Хочу сказать им огромное спасибо не только в развитии духовности и культуры, но и в развитии туризма. Конечно же, данный фестиваль будет пользоваться большой популярностью у наших гостей, и я надеюсь на то, что наши гости будут приезжать именно на этот фестиваль, чтобы посетить этот фестиваль. Концертный зал Новоафонской пещеры был полон людей. Здесь стояла невероятная тишина, и только звуки музыки наполняли собой пространство в единой энергетике артистов и зрителей. Медленный темп музыки и нежная гармония способствуют умиротворению и созданию атмосферы спокойствия и благополучия. Лаура Капш, Алиса Шамба, Адам Рдженя, Абхазское телевидение. В Абхазии прошел кубок по баскетболу 3х3, посвященный 75-летию со дня рождения второго президента Абхазии Сергея Багапши и столетию баскетбола Абхазии. Организатором выступил Центр современных спортивных технологий при поддержке Государственного комитета по делам молодежи и спорта и Федерации баскетбола Абхазии. Сария Кварацхелия расскажет подробнее. Турнир среди взрослых и детских команд проходил с 26 по 27 июля на территории пансионата «Литфонд». На специальном баскетбольном стадионе со шведским покрытием развернулась увлекательная игра, которая объединила спортсменов разных возрастов. Баскетбол – это не просто спорт, это образ жизни, который вдохновляет и мотивирует людей по всему миру. Он отличается технической сложностью и дает возможность каждому игроку проявить свои навыки и способности. Баскетболом с юности занимался и великолепно играл второй президент Абхазии Сергей Васильевич Багапш, который в свое время возглавлял сборную Абхазии по баскетболу и был председателем Федерации баскетбола Абхазии. Вот уже 5 лет в его честь турнир организовывает Росэнергоатом, Центр современных спортивных технологий при поддержке Госкомспорта и Федерации баскетбола Абхазии.
У нас в этом году юбилейный 5-й турнир. Этот 5-й турнир очень хорошо, правильно совпал с 75-летием со дня рождения великого гражданина Республики Абхазия. Великого гражданина. И также он очень совпал хорошо со столетием баскетбола Республики Абхазия. Мы братья, мы очень близкие народы. И любая форма общения, спортивная, культурная, туристическая, образовательная, это здорово в первую очередь для наших молодых людей. Первое место среди юношей заняла команда «Крылья Абхазии», среди девушек «Спартак». На турнире среди мужских команд удалось выявить лучших. Первое место заняла команда «Реал Мадрид» из Гагры, второе место у Гудауты. Третьими стали две сухумские команды. Кубок среди мужских команд являлся отборочным турниром открытой межрегиональной лиги 3-3, победитель которого отправится на финал дивизиона Лига Регион. Я хочу от лица Федерации баскетбола Абхазии выразить огромную благодарность Усатому и лично Сергею Геннадьевичу Фомину. У нас подписан договор между Федерацией баскетбола Абхазии и этим центром по разным направлениям. И мало того, что мы проводим здесь турнир благодаря организации их, еще есть возможность нашим ребятам проходить обучение и судейские, и тренерские. Хочу выразить благодарность Джумберу Ничу Кибучава, который поддерживает всю эту инициативу нашу. Так что география тоже расширяется нашего турнира. Команд очень много, это и мальчики, и девочки. Партнером соревнований выступает представительство Россотрудничества в Абхазии. По словам руководителя представительства Дмитрия Федотова, победители смогут принять участие во всемирных играх соотечественников наряду со спортсменами из 90 стран мира. Для нас важно то, чтобы дети здесь развивались и развивались достаточно динамично и выходили на международный уровень. И если Росэнергоатом проводит, в общем-то, мероприятия здесь на территории Абхазии, то у нас, как федерального агентства со стороны России, есть возможность, по крайней мере, тех детей, которые смогут победить на этих соревнованиях, пригласить на наши всемирные игры соотечественников. И поэтому дети имеют возможность уже, скажем так, выступать на мировом уровне. На турнире спортсмены продемонстрировали высокий уровень игры. Призеры мероприятия были награждены кубками, медалями и грамотами. Сария Кварцхеля, Музафар Астанов, Абхазское телевидение. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, 30 июля на территории Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и днем преимущественно без осадков. Поздним вечером местами ожидается дождь и гроза. Температура воздуха ночью плюс 19-24, днем плюс 27-32. Температура морской воды плюс 28 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.